Здравствуйте, друзья! С вами телепроект «Мы вам покажем». И сегодня мы с Ольгой Максимовой и ее сыном Максимом покажем вам, как своими руками сделать поделку туесок. Давайте начинать! Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы будем делать якутский туесок сувенирный для соломы. Образец у нас висит сзади, вот дети делали, Максимка с Яночкой. Да? Берем мы картонные, вот бывают салфетки, вон там стоят сзади салфетки, можно показать, да? Тканевые, нетканный материал, и мы их распилили на несколько частей, чтобы получилась такая основа. На основу уже мы сделали здесь бумажку, приклеили. И продаются у нас в рукодельном, мы покупали на рукодельном магазине в центре, да, вот эти веревочки. Искусственная кожа, вырезаем по форме, приклеиваем на горячий клей. И потом сделаем окантовку. Так, ну, приступаем. В принципе, у нас все для того, чтобы начать есть, да? У нас есть клей-пистолет, есть ножницы. Можем начинать, да? Можем начинать. Сначала мы с одного края закрепим. И сына тоже показываю. Два таких вот закрепа сделаем. И выровняем основу нашу. То есть мы сюда, нужно да? прижать, да. Капелька. 2 капельки и капелька. прижимаем. И быстро делаем. Надо делать все быстро, да? А то это замерзнет. Застынет Застынет, да. И прижимать надо. Сын, а где у нас применяются туиски? На эсэхе. Да. Якутском. На якутском празднике. Что, для чего настоящие туиски нужны? Чтобы там может яблоки, молоко и ягоды. Да. То есть в него ягоды можно складывать точно, я вот это знаю. Да. И к чему мы пришли, когда вот к этим туискам, когда я пришла, да, можно сказать, мы подарили воспитателям. Как возникла идея? Большие. И там мы положили внизу сначала яблоки, а сверху землянику. Да, получились туиски, ну, побольше они были размером где-то вот так вот. Такого где-то диаметров 20, наверное. Получились туиски якобы с земляникой, но это была клубника. Ну, в национальном стиле это оригинально смотрелось. Так мы отблагодарили наших воспитателей за их труд. У нас русскоязычная семья, и поэтому мы ценим то, что делают наши воспитатели. В высшей школе музыки у Максима 4 воспитателя. Они пропагандируют, прививают культуру народа Саха. Вот мальчикам, у нас коттедж мальчиков. Сына, расскажи, как зовут воспитателей. Первую зовут Екатерина Платоновна, вторую Ася Семеновна, третью Лариса Ивановна и четвертую я Эльвира Геннадьевна. Чему они научили тебя? Они научили меня играть на саксофоне, то есть на хамусе, еще научили это говорить эсэх. Еще они научили меня танцевать это на эсэхе. А запевала? Еще они научили меня делать запевалом. Ну, еще ты умеешь читать алгыс наизусть.
Я еще умею играть, то есть петь алгыс наизусть. Мгм. Максим алгысчит. Ага, собственный алгысчит в семье. Класс. Ну, тебе нравится в школе? Интересно? Да. Хорошо. Интересно, да, наверное, знакомиться с культурой, такой богатой, как наша. Ага. Теперь мы приклеиваем сюда окантовку. Окантовка, да, вот деталь. Можно сверху и снизу, как хочешь. Мгм. Можно и сверху, и снизу. Сначала можно начинать с ним. То есть мы небольшой тоже капельку клея делаем, да, и фиксируем их в одном месте, да, точка будет? Или Да. прямо проклеивать? Нет, в одном месте сначала, потому что клей очень быстро застывает, поэтому мы... И можно точечно, да? Да, так? точечно. Можно капельку сделать и потом прижать. Мгм. Хорошо, попробуем. Ты по одной капельке делай, хорошо? Не торопись. Что-то где-то лишнее торчит, можно убрать. Вообще эти туиски очень популярны. Вот это солома с туисками, с лошадиными головами, с конским волосом. Но у нас есть вот такая солома, которая украсит любой праздник. Да, красота? Очень красивая. То есть сами тоже делали, да? Да. Мгм. И получается просто, да, вроде бы такая нить красивая, декоративная и ленты. Все у нас в Якутске продается. Покажи у тебя там как. У меня вот так снизу идет. Поставь пол сделать. Ну, тут есть лишнее и отрезаем. Хорошо. То есть остаток, да, Чуть-чуть. излишек можно отрезать, да? Чтобы не было нахлеста. А, нахлеста не должно быть. Ага. Так, впритык должно быть. Шов можно закрыть потом. Сначала мы закрываем нижнее, а потом шов будем. Потом можно закрыть. Шов можно отдельно, да, значит, Да. закрыть Мгм. с помощью окантовки. Ага. Ну, это тесьма декоративная. Ольга, а по профессии вы чем занимаетесь? Я учитель физкультуры. Учитель физкультуры. Я училась Якутский педагогический колледж сейчас называется, а раньше он назывался Якутское педагогическое училище №1 имени Гоголева. Вот тут рядышком стоит, через дорогу. Мы с мужем вместе там учились, там и познакомились. Потом Точно, да? Романтически так познакомились мама с папой. Да, когда я училась, одна мудрая женщина сказала: мужа выбирай во время студенчества. Потому что потом некогда будет. Действительно, да? Когда еще? Потом уже работа и не до свиданий. Сейчас я занимаюсь в области красоты и здоровья. Мы вот как раз сидим в нашем офисе. А, Мы делаем людей красивее, здоровее, тоже здоровьем занимаемся. Чтобы закрыть шов, мы отмеряем сына. Так, Это мы отмеряем здесь вот так вот окантовку и закрываем отрезаем. шов. Да, и закрываем шов. то есть, чтобы туесок был красивый, да, и не было швов видно. Мгм. Чтобы он был красивый. Мгм. Ну и для симметричности можно с другой стороны тоже сделать. Вот так получится. Ага. Сына, ты этот... Как думаю? Вот.
Так, у вас накладка вышла. Да. Наложение. Видите-ка? Мгм. Мы, вот посмотрите. А, вот короткий надо было Да. сделать, да? Ага. Ну вот, как человек без опыта. Ага. И такое может быть. Сейчас, подожди. Так, что у нас? Сына, ты про туесок все рассказал, да? Мгм. Что там было? На исехе применяется в обрядах, бытовое, духовное значение имеет. Наши предки никогда не делали лишних движений. Лишнего, потому что все было так на грани выживания. Только то, что Да. необходимо. Вот в такой посуде в бересте, допустим, продукты не портятся, души сохраняются. М, Поэтому они были из бересты. Не прокисает молоко, вода не тухнет. Все не просто так, Да. все со смыслом Да, оказывается. и да? плюс сакральные орнаменты делались. Ну, а мы упростили до сувенирного варианта для соломы. Мгм. Ну вот, даже у меня, у человека далекого от хендмейда, смотрите, получилась вот такая поделка. Очень даже я собой горжусь. Да. Так. Хорошо, что у нас сейчас пропагандируют, возрождают культуру. И в наше время, когда я училась в школе, ничего подобного не было. Мы да, в советском даже стыдно было говорить на якутском. Я выросла в интернате, и там, получается, многонациональный. И там и немцы были, и русские, и вены, юкагиры, буряты. Татары. Да, разные. Русских больше было, и якуты. И поэтому общий язык был русский. И даже у нас одно время даже якутского не было, не преподавали. М. Так что, Максим, очень повезло с преподавателями тебе. Да, с воспитателями, с преподавателями повезло. Моего преподавателя зовут Игорь Негукстанович. Преподаватели по какому предмету? По фортепиано. То есть еще фортепиано, да, у вас предмет, так прям грамота, наверное, Это его основной да? предмет. Он специализируется, пианист, он у нас уже лауреат. Как здорово. Я лауреат 3-й степени По? Молодец. по фортепиано. Класс. Это в конкурсе участвовали, да? Мгм. В конкурсе в каком? В конкурсе это лауреатов Нет, новые имена. новые имена Якутии. Мгм. Мы слышали про этот конкурс, да. Это очень такой, как сказать, М, показательно, в общем, да. мгм. Хороший такой важный конкурс, который учитывается даже там при поступлениях. То есть имеет Вес весовой. вес, да. А какую композицию Максим исполнял? Что? Какую композицию? Какие композиции исполнял? Я исполнял Хватит, оставь клей. это сонату номер 12 соль мажор. Еще я Композитор. исполнял соната Клементи, то есть Гайден. М, Еще я играл этюды Чернигермер, вторая часть. Номер 44 этюд. Еще там и так далее. Еще я играл Иоганн Себастьян Бах, номер 3, маленькая прелюдия. Еще я играл пьеса. Как много ты композиций знаешь, да? Пьеса называется «Песня сторожа» и коротенькая ночная, то есть ночные духи. Мгм. Тебе нравится заниматься музыкой? Да.
Нравится очень. Когда вырастешь, продолжишь? Да, я стану лауреатом. когда вырасту. И ты уже лауреат. Там других конкурсов международных. Молодец. Правильно. Так и надо. Так. Может, будешь учить детей. Не думала об этом? Нет. Музыке не хочешь учить? Ну, хочу учить. Ну вот, вернемся тогда, да, к вопросу. Какие еще виды, да, рукоделия, чем увлекается семья еще, помимо, да, вот что вот красивые такие туиски мастерит, что Максим у нас лауреат Третьей степени. третьей степени. Я вообще люблю рукоделие с детства. Если вот как дети пошли в детский сад, я начала выпекать торты ежи, это торт на заказ. Мгм. Дети родились один за другим. 3 года я сидела в декрете. Потом я родилась 3 года следующие, получается 6 лет. Я выпекала торты на заказ. Тематические разные торты. Ну, то есть такая вот, да, история частая, да, для нас, для женщин, когда в декрете с детьми все-таки хочется, да, чем-то заниматься, как-то немножко скрашивать, да, будни, которые, в принципе, однообразные становятся, да, ведь пока мы растим наших детей. И вам нравилось, да, получается? Мне нравилось делать декоративную часть. Именно Украшать. украшения, фигурки из мастики, из шоколада, из сахара. Разные и рисовала, и лепила. Оказывается, больше мне это привлекало. И мне не нравилось, когда заказывают точь-в-точь такой же торт. Я не хочу. Давайте, я говорю, изменить, давайте индивидуально сделаем. Какие у вас увлечения, под вас будем делать, а не такой же, как Да. у Маши был на день рождения. Точно. Помню, когда дочке было 12 лет, я заказала ей торт с ее любимым, героиней из любимого мультика, вот «Каролина в стране кошмаров». Она у меня очень любила этот мультик, мы с ней вместе. И торт действительно тоже человек творчески отнесся, сделал нам такой красивый торт. Она сделала из мастики вот эту жуткую руку. Ну, там пуговицы были повсюду, да, такой мрачная тема. Но торт был На плече красивый. была рука, которая... Нет, это Wednesday, по-моему, у нее на плече, а у Каролины, получается, там немножко другая история с рукой. Вот так Там делала. это была рука другой мамы, и она ее преследовала. Да, мы делали Винск с сахарными крыльями и трансформеров, у которого глаза Еще светятся. тачки делали. И тачки Еще это... со светящимися Еще фарами. мы звали, Класс. которых... По фильму, которые... А как можно Помнишь, в торт сделать светящиеся фары? Это как? Да, есть Это так, специально. так можно? Да, Там можно электричество. у нас до сих пор есть такие маленькие фонарики встраиваемые. То есть их можно там замаскировать, да? Ну и будет- батарейка маленькая, круглая, да, и маленькая лампочка. Просто когда едим, мы не едим, да, вот эту часть, детальку. Таскиваем. Понятно. Лампу. Интересно, я не видела, честно. Да? Торты со светящимися элементами, я бы, конечно, взглянула на такое. Надо это будет загуглить. Ну так, вы вообще творческий человек, да? Ну, да, творческий. Наши торты участвовали в тортоделах. Был конкурс тортоделов. Один раз в День города организовали. Максим тогда был в животике. Я не было 3 годика. И вот прямо на площади еще- Орджоникидзе. Вы еще это сделали самый большой торт. Это с папой. Это был кулич. Кулич. А давай я закончу, что мы на площади Орджоникидзе был конкурс тортоделов города Якутска. Тогда был какой-то бум. И я сделала торт с символами. Вот тут острог с Ярославского был.
эти саранки, ну, вот эти вот цветы, лилии тигровые. Наши саранки, да, сарданы. И летящие стерхи. От башни там крепление было, что они летели. Мамонт из шоколада. Ну, Это все на одном все на изделии, одном да? торте, да. То есть Двухэтажный символика был, наша. двухъярусный, ага. И вот я пришла с опозданием на конкурс на 1 час. И как бы там уже места были распределены. Но все равно отметили торт. Потом отдельно. Это был благотворительный конкурс. Все торты потом были увезены в детский дом. По Чтобы детским там их домам. ели. Да, что для детей. Вот, наверное, неожиданность, да, ребятишкам? Обилие красивых, оригинальных тортов. Ага, разных. Потом мы делали кулич, участвовали С папой делали. всей семьей. Тогда уже Максимка родился. Вот, ему было 2 месяца. И меня за день до Пасхи нашли меня и попросили сделать храм, Преображенский собор. И мы с мужем, он мне помогал с грудным ребенком, не спала вот целых 2 суток, получается. За день до вечера нашли, и у меня получилась ночь, и 2 ночи не спала. Ну, успели. Успели, мы сделали кулич, он вошел в книгу рекордов Гиннесса. Ничего себе. Немигюнский хлебозавод делал кулич, это их идея. И с Немигюнского хлебозавода менеджер нашел меня, чтобы я сделала верхушку основания Преображенский собор. Вот. Ну, в общем, в торговом центре раздавали. Мы его раздали. Раздавали, да. Очень Получается, он вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый большой? Самый большой кулич. И там были привлечены церковь, архиепископ Роман. И вот у меня и у мужа есть грамоты от архиепископа Романа. За труды во славу Божию. Неожиданно. Ну, бесплатно все это делалось, конечно. Ну так, часто просили для студентов, для факультетов, там выпускной торты делать. Ну, вы как бы на энтузиазме, наверное, да, как-то? Мне вот нравится именно творческий процесс, и я готова делать это бесплатно. А с рождением детей вот начались поделки в детский сад, там конкурс шляп. Я сделала индийский головной убор, вот это вот с перьями. С перьями большими. Тюрбан, да? Или как, в виде чего? Он одевается, и у него так вот белые перья. Интересно. А этот головной убор вождя племени. Перья, все. Это индейцев. Индейцы. Да, ага. да. Ну, вот, например, то есть тоже мероприятие где-то в детском саду, в школе всегда приветствуется, интересно, да, принять участие? Да. Потом я сделала головной убор для дочери. Тоже там был конкурс, не конкурс, а просто Новый год. Наряд сделала, это кокошник. Руссконародный. Русский народный славянский кокошник с фатой. Ну, как у Василисы, прекрасно. Да, а во лбу звезда горит, сделала еще звезду, горит. Ну, делается из... Сейчас же продается на батарейках гирлянды. Она в виде звезды, наверное, еще. Ну, я ее сделала в виде звезды. Она же длинная, как капелька или как роса называется. Роса, да, ее вот так намотала на бусы. Уже на готовое изделие в виде звезды. Все. И получилось, а во лбу звезда горит. Как царевна. Ну что, наши туиски готовы? Да. И вот такая поделка у нас получилась.